утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре у нас 10 августа, вторник, и это утро мы начинаем вместе с вами. Сегодня мы покажем вам новую стройку в Сырдахе, тепличный комплекс «Саюри», как он расширяется. Расскажем, какие достопримечательности города Нерюнгри стоит посмотреть при посещении Южной Якутии. Узнаем, почему книга Полы Хокинск стала популярной, а также сколько человек проголосовали за город Алдан в присвоении ему статуса «Город трудовой доблести». Помимо этого вас ждут традиционные рубрики вторника и, конечно же, утренние гости нашей студии. Хотелось бы напомнить, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как проходит ваша рабочая неделя, рассказывайте, как прошли ваши выходные, поздравляйте родных и близких. И, конечно же, наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте последние свежие новости и события. Ну, а также, друзья, самое время узнать о погоде за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 8-14 градусов со знаком плюс. В заречной группе Улусов прохладно сегодня. В Амге 4 градуса выше 0 и гораздо теплее в Барагонцах и Майе, плюс 10 градусов. В южных от 10 до 15, в Вилюйской группе 16-17 со знаком плюс, в Нижнеленских 14-20 градусов. В западных 11-14, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 10 до 15, в Янских 7-12 градусов тепла. На северо-западе 6-11. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 10 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня без осадков, ветер юго-восточный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 27-29 градусов жары. Ну и самое время, друзья, узнать, какие же последние новости, события произошли в республике и за ее пределами. Друзья, новости. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. В республике действует режим ЧС регионального характера. Выезд в лес запрещен. Жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от выхода в лес для сбора грибов и ягод. Также гражданам, которые хотят помочь в тушении лесных пожаров, рекомендуется отправляться на места самостоятельно и тем более в одиночку. Добровольцы могут обратиться в единый общественный добровольческий штаб в Якутске для координации работы и прохождения обучения. Телефон колл-центра штаба вы видите на своих экранах. Прогноз погоды на наступившую неделю в республике неутешительный. По словам специалистов Якутской гидрометеорологической службы, осадки и смена погоды ожидаются лишь к концу этой недели. И то лишь с малой вероятностью. Погоду начавшейся недели определяет антициклон, который смещается с северо-востока и занимает почти всю территорию северо-восточных и часть центральных районов Якутии. Далее он последует на запад. Антициклон говорит о погоде без осадков с довольно высокой температурой воздуха. Циклон, который у нас смещался с юга, и еще один циклон, смещающийся с юга, и ложбина от него распространялась на западные районы. Мирнинский, Сунтарский, Нюрбинский район, Ленский, Алёкминский. Там прошли дожди разной интенсивности, от небольших до умеренных. Сейчас этот циклон смещается на Оленёкский район, далее он будет заполняться и уходить с нашей территории. И поэтому антициклону место занять всю территорию практически. Так что большая часть этой недели погода будет сухая, ветер умеренный, такой юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, но такого штормового, как был в прошедшие выходные, ветра мы не ожидаем. Администрация Амгинского улуса создала фонд в помощь пострадавшим от лесного пожара в Горном Улусе. Желающие предприятия и частные лица могут перечислить денежные средства.
И население нашего улуса решило создать фонд помощи пострадавшим от пожара. Сейчас, насчет администрации будем собирать деньги. Решили помочь деньгами. И к концу недели вот то, что соберем, мы отправим в Горный Улус. К этому часу у меня вся информация. Помимо сводки о лесных пожарах, мы также еще и следим об информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. И чтобы как-то остановить ее распространение, важно, чтобы каждый из нас сейчас ответственно к этому делу подошел и привился. И специально для этого в республике уже несколько недель действует акция по поощрению вакцинированных «Стоп коронавирус Якутия». Сегодня мы готовы подвести итоги акции за прошлую неделю. Напомним, что в течение недели, то есть до вчерашнего вечера до 8:00, граждане, получившие первый компонент от вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, могли подать заявку на подтверждение участия в акции на портале e-yakutia.ru. Сегодня мы как раз-таки и узнаем итоги. Кто же у нас стал обладателем смартфонов? Итак, друзья, внимание на экран. Количество участников акции за неделю составило 215 человек. Курс доллара США в рублях по данным Центробанка Российской Федерации 4 цифры после запятой 5078. Курс евро в рублях по данным Центробанка России 4 цифры после запятой 4378. Количество участников умножаем на последние 4 цифры курса доллара на минувший день. Таким образом, победитель номер 1, номер 109, номер заявления 1253217. Житель города Якутска и последние 4 цифры мобильного телефона 3207. Поздравляем! Итак, второй победитель выявляется таким же образом, только вместо курса доллара мы берем курс евро на минувший день, 4 цифры после запятой. Победитель номер 2 под номером 94. Номер заявления 1252707. Житель Верхневилюйского улуса, последние 4 цифры мобильного номера телефона 0319. Поздравляем первых победителей. По вашему номеру телефона с вами свяжутся организаторы, которые расскажут и объяснят, где вы сможете получить свои сертификаты на смартфоны. А также, друзья, мы призываем вас всех вакцинироваться и участвовать в акции. И напоминаем, что акция проходит в 2 видах. Первая акция еженедельная. Здесь в ней принимают участие граждане, получившие первый компонент вакцины в новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствующий недельный период. Каждый вторник с 7 до 8 утра в прямом эфире «Утро Якутии» мы объявляем номера 2 обладателей смартфонов. Также второй вариант – это финальная акция, по итогам которой будут определены 3 обладателя сертификатов на автомобиле «Лада 4х4 Нива». В ней принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции с момента начала вакцинации в стране по 30 августа 2021 года. Регистрация для подтверждения участия в акции также идет на региональном портале e-yakutia.ru до 30 августа. В ней принимают участие только граждане России, достигшие совершеннолетия и зарегистрированные на территории Республики Саха-Якутия. Более подробно со всеми правилами акции можно ознакомиться на сайте fondyakutia.ru и инстаграм-страницы Фонд Якутия. И, кстати, совсем недавно я задумалась по поводу того, как же все-таки правильно говорить «ковид» или «ковид». Ну и, конечно же, интернет мне в помощь, и вот какую информацию я нашла. Оказывается, слово «ковид» с ударением на второй слог – это самый употребляемый вариант в русскоязычной среде, но точной орфоэпической нормы пока еще нет. Об этом сообщил РИА Новости филолог Государственного института русского языка имени Пушкина. И вот цитата. В данном случае все-таки ковид – это ударение самое частотное в русскоязычной среде, и пока предпосылок к тому, чтобы ковид вытеснил ковид, я не вижу. Есть люди, которые употребляют все-таки слово «ковид». Это, видимо, те, кто слушают и смотрят англоязычные СМИ, но в основном говорят «ковид». И образованные, и необразованные, и молодые, и старые.
Это говорит о том, что такое ударение устоялось и, видимо, таким и останется в ближайшее время, поделился профессор кафедры общего и русского и якутскознаний Института Пушкина Михаил Асачи. А вот как же будет правильно говорить «щавель» или «щавель», мы узнаем в нашей следующей рубрике. Доброе утро! У лингвистов существует такая шутка. Произношение какого травянистого растения вызывает кислую мину? Конечно же, это слово «щавель». Большинство носителей русского языка всегда удивляются, как это нужно говорить «щавель». Вот так. Орфоэпический словарь выбирает только одно единственное правильное произношение – «щавель». При изменении этого слова ударение смещается на окончание. То есть «щи» у нас «щавилем» или говорить о «щавиле». Вот такое интересное слово. До новых встреч! Щавель и другие травы, произрастающие у нас в Якутии, полны витаминов. Именно это нам и необходимо для того, чтобы перед предстоящей зимой запастись здоровьем. Но если раньше для жителей нашей республики мы могли очень редко получать те самые необходимые витамины, в основном только те, кто выращивал их у себя на грядке, это было в летний период и до поздней осени, то сейчас это доступно абсолютно всем. Тепличный комплекс «Саюри» ежегодно поставляет на рынок более 600 тонн свежей продукции и планирует расширить свое производство. Вот на строящемся объекте агрокомплекса в Сырдахе побывала наша съемочная группа. Рядом с огромными теплицами, которые круглый год плодоносят и дают свежие огурцы, помидоры, зелень, в эти дни активно идет стройка. Возводятся новые парники. Уже скоро будет введена в строй третья завершающая очередь агрокомплекса. К существующим 10 блокам добавится сразу 6 блоков, что составит 3,2 гектара общей площади, что позволит, соответственно, выйти на полные производственные показатели по году. Кроме того, по окончанию строительства, соответственно, добавятся рабочие места. Преимущественно это будут люди с ближайших населенных пунктов. Житель села Сырдах Константин ходит на работу из дома пешком. За годы работы в «Саюри» набрался опыта и у руководства на хорошем счету. Я работаю здесь овощеводом. Работа хорошая, я сам местный, здесь живу недалеко. Из местных тоже здесь работают. Немного людей, но многие тоже желают, ждут, пока откроются остальные теплицы, хотят еще людей сюда позвать. Технологические решения, применяемые при строительстве теплиц, уникальные. Пятилетний опыт работы комплекса показал, что расчет был верным. И на вечной мерзлоте, используя передовые технологии, можно выращивать овощи круглый год, даже в минус 50. При строительстве завершающей очереди был учтен опыт предыдущих очередей строительства. Все технические решения, которые себя хорошо зарекомендовали и оказались надежными, применены и воплощены в этих 6 теплицах. И по завершению строительства которых, соответственно, мы получим качественный продукт, долговечный, надежный. Пандемия не помешала планам по расширению проекта. Как утверждают специалисты, все будет сдано в срок. С пандемией, естественно, не могли не сказаться на сроках строительства. То есть они затронули, но силами и всеми возможными средствами мы эту проблему решили. Сейчас трудностей с персоналом, с их прибытием, с их работой не наблюдается. Ежедневно продукция агрокомплекса поставляется в магазины столицы. И несмотря на летнюю конкуренцию с дачными и привозными овощами, на прилавках не залеживается. Якутяне давно оценили высокое качество товара и голосуют рублем. Продукция «Саюри» поступает к нам ежедневно, пользуется успехом. Огурцы, помидоры, салаты, базилик, укроп, вся зелень у нас есть. И особенной популярностью пользуется в зимнее время. Очень много покупают. А в строящихся теплицах первую партию овощей планируют собрать к Новому году. Тогда же появится и новая продукция. Какая, «Саюри» пока держит в секрете. Туяра Филиппова, Артем Алексеев, Сырдах, Якутск.
Ну что, друзья, будем ждать Нового года, чтобы попробовать ту самую продукцию тепличного комплекса «Саюри». А что это будет, это остается очень интересной интригой. Но я думаю, это может быть что-то будет очень экзотическое. Очень хотелось бы попробовать этого в нашей Якутии как раз перед Новым годом. Кстати, на календаре у нас 10 августа, и сегодня день «Побалуй свою собаку». Друзья, а какие еще даты и события выпадают на сегодняшний вторник, мы узнаем в нашей следующей рубрике. На календаре 10 августа. Сегодня отмечают День благодарности группе «Дюран-Дюран», День долгих проводов, День «Побалуй свою собаку», День лени, Международный день биодизельного топлива. Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию. В этот день обычно проводятся различные соревнования на лодках, яхтах, катерах и других плавательных средствах. Закрытие чемпионатов по парусному спорту и другие проекты сопровождаются масштабными праздничными концертами, благотворительными акциями, аукционными торгами и гуляньями. Как правило, инициаторами выступают яхт-клубы, парусные школы и объединения спорта и туризма. По народному календарю в эту дату чтут память апостолов от 70 Прохора и Пармена. На эту пору приходится разгар сбора картофеля. Также начинают собирать первый урожай груш и выкапывают луковицы тюльпанов. В этот день отмечают свой праздник кузнецы. Этот день является неподходящим для торговых начинаний, иначе дела будут идти плохо. Высокоплывущие облака в небе предвещают сухие и солнечные дни. События в этот день. Португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявшийся во время бури, направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар. В Москве основан Новодевичий монастырь. Король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче. В Канаде совершен первый в мире междугородний телефонный звонок. В Англии была запатентована бутылка с закрывающейся пробкой на винтовой нарезке. В 2003 году на МКС состоялась первая в мире космическая свадьба. В этот день родились Степан Апраксин, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Генри Нестле, швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Нестле. Александр Глазунов, русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Чарльз Дэрроу, американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия». В 1895 году родился Михаил Зощенко, русский и советский писатель. Олег Стриженов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. В 1937 году родился Анатолий Собчак, советский и российский государственный деятель и политик. Андрей Краско, российский актер театра и кино. Именины в этот день отмечают Ян, Юлиан, Серафим, Прохор, Павел, Остап, Николай, Иван, Ефим, Василий, Акакий, Ирина, Илона, Елена, Арина, Антонина, Анастасия, Алена. Напряженная ситуация в республике, связанная с пожарами, все еще продолжается. Профессиональные огнеборцы, спасатели и добровольцы день и ночь стоят на страже у населенных пунктов и делают все необходимое для того, чтобы не допустить распространения огня, как это случилось в Бесквеле. На данный момент уже начались восстановительные работы, но надо думать вперед и на ближайшие годы, чтобы больше этого не повторилось. Именно об экологических вопросах, о восстановлении лесов мы поговорим сегодня с гостем нашей студии. Доброе утро, Михаил Михайлович. Михаил Чиросов, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолита зоны Якутского научного центра, Сибирского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук. Доброе утро. Вот как по вашему мнению? Надо сейчас действовать лесной службе и всем, что связано с тушением пожаров, чтобы не допустить дальнейшего распространения? Ну, вообще, конечно, вопрос очень сложный. И мы вот недавно обсудили это на круглом столе, который есть в таком
проекте НВК Саха-Лекториум исторического парка. И на YouTube-канале, и вчера на канале «Россия-24» было показаны такие основные концентрированные вырезки. Вопрос очень системный. Ну, надо, во-первых, понять, что в этом году аномальная экстремальная ситуация. Это все утверждают, и с этим согласны и федеральные структуры. И федеральные структуры делают максимальное по финансированию, чтобы решить большинство проблем. Но надо признать, что, конечно, одна из причин, помимо природных, это хроническое недофинансирование по материальной базе за прошлые годы. Мы посмотрели материальную обеспеченность и в прошлом году уже писали в Москву, республика и различные партийные объединения о том, что необходимо изменить нормативы, необходимо пересмотреть зоны так называемого контроля. У нас в Якутии 85% территории зона контроля. Это очень непонятная ситуация, потому что в лучшие годы Советского Союза до 50% территории было вне зоны контроля и активно тушилось. Конечно, посмотрели по стране отрасль, и только в одной Якутии почти существенно, катастрофически с 2500 до 800 уменьшилось количество людей, занятых пожаротушением. Конечно, это очень такие веские причины, но сейчас, в данный момент, надо поддерживать тех людей, которые этим занимаются и борются. Есть такое понятие, фактически идет война, и на войне должен быть один главнокомандующий. Это лесничий. Лесничий должен давать команды. У нас сейчас на самом деле очень много командующих. Надо дать власть лесничим. Они Вот вы указываете на нехватку материального обеспечения лесных специалистов. Как получилось, что так сейчас происходит? Как было раньше, вот если вспомнить историю? Ну вот тоже на круглом столе опытные люди с 30-летним опытом, которые реально профессионально занимались, они просто проанализировали, разложили по полочкам. С 90-х лет пошел процесс, когда вот новая Россия появилась, реформ. Реформы, все передачи федерации на регионы, обратно, они приводили только к минусам. То есть с 90-х лет шло постепенная экономия на лесной отрасли. Конечно, может быть, в тот момент были более благоприятные годы по осадкам и так далее. Сейчас идет потепление климата, и это мы ощущаем. И у нас в Якутии есть чему гореть. И, конечно, те большие площади, они вызваны тем, что вот эти реформы, они сейчас государством уже планируется привести в адекватное состояние. Есть нормативы правительства. Даже по этим нормативам нам не хватает очень много. В частности, почти в 2,5 раза меньше численность таких лесных формирований. Обеспеченность по многим направлениям достаточно низкая. В частности, даже не хватает простых вещей, как ранцев, которых нужно использовать. Конечно, у нас много чего не хватает. Вот беспилотники, они показали себя очень хорошо, и всего 6 штук, а должно быть больше 60. То есть, соответственно, это показатель, что у нас есть чему развиваться, есть что обеспечивать. И надо помнить, что лес – это федеральная зона ответственности. Да, у нас есть как бы переданные полномочия по договорным отношениям, но это не означает, что Россия не занимается этим. У нас все так было, так и остается. Вот насколько население само вот, экологически просвещено, вот как оно должно, на ваш взгляд, вести себя, вестись эта работа? Ну вот недавно состоялся тоже круглый стол общероссийский, где по многим субъектам утверждали следующее, что у них практически до 80% пожаров антропогенного происхождения от человека. Что это значит? От человека. Причина то, что пожары пошли от человека. У нас в республике обратная картина. У нас, конечно, есть определенный процент пожаров от человека, но меньшая доля. Поэтому я считаю, что в целом наша республика очень экологична, и люди не оказывают такого большого воздействия, как в других регионах России. Получается, наша но все равно природа, есть. она уязвима наиболее, вот наши леса. Да, она наиболее уязвима, и наше население прекрасно об этом знает, но не все знают. Поэтому просвещение, пропаганда – это одно из главных вещей. Даже простой лозунг «береги лес, пожара» и так далее – это вроде бы банальные вещи, но они все написаны кровью. Потому что реально сейчас мы в ряде случаев имеем антропогенные пожары. Но сейчас, в данный момент, они все природные. Невозможно, чтобы так далеко от регионов
от поселения, от человека. Там вообще есть места, которые человек вообще никогда, может, и в жизни там не был. Там начинаются пожары. Вы совершенно правы, что лес – это богатство страны, но сейчас от пожаров страдают не только лес, не только люди, но и животные, и птицы в этих самых лесах. Вот как им помочь? Ну, на самом деле, самое ценное – это жизнь человека. У нас о человеке много надо думать и говорить. Сейчас надо всем миром помогать погорельцам. И сейчас еще есть ряд поселений, где идет мобилизация, и население, оно осознает, и добровольческие движения, и многие перечисляли. Я тоже перечислял это средство, еще надо перечислить. Это говорит о том, что, конечно, человек на первом месте. У нас так было всегда, но люди должны понимать, что сейчас тяжело всем, и животным, птицам. Конечно, насекомые погибают, но надо при всем при этом честно сказать, что у нас горит сейчас в республике около 1% территории. Этот 1% территории нам очень жалко. Мы должны, но в популяционном процессе многие виды животных, они перемещаются, они отошли. Конечно, есть потери, это катастрофа. Животный мир страдает, люди страдают. Но как бы экосистема, она тоже уравновешивается. Вот видите, на следующий год экосистема все-таки частично восстановится. И, как показывает исследование, до 70% лесных территорий, они восстанавливаются. И даже, как мы знаем, в ряде случаев низовые пожары, тут вот многие могут меня обвинить в кощунстве своеобразном, они способствуют перерабатыванию нашей биомассы и развитию, в том числе, леса. Но верховой пожар – это катастрофа. И последний вопрос. Как долго будут восстанавливаться леса после пожаров? Какие стадии они будут проходить? И весь ли сгоревший лес уже будет потерян для нас, для человека? Ну, если рассматривать низовой пожар, что экосистема лесная сохраняется, тогда для восстановления нужно лет 50-60. Более-менее приходит то состояние, а как бы до полного состояния, которое вот было, нужно 140-120 лет. Это при низовом пожаре. При верховом идут процессы, и они затрагивают уже многие другие компоненты ландшафта. Это алласообразование, это оттайка вечной мерзлоты, которую надо беречь. И все процессы они приводят. Но, в принципе, вот открытые, закрытые пространства, лес и, значит, травяные – это такая большая система, и многие регионы, в том числе нас, от пожаров максимально адаптирован, и даже народное хозяйство, оно приспосабливается. Но, конечно, я еще раз говорю, это большая проблема. И я думаю, она сейчас всем миром и решается. Большое спасибо. Будем надеяться, что всем миром, всей республикой мы эту проблему решим, потому что это действительно лес, это самое главное, что есть в нашей стране. Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам в гости. Хорошего вам дня. Будем ждать хороших новостей. И поможем лесничим победить эту катастрофу. Да, друзья, Лесничие давайте, главное. действительно, давайте поможем все вместе в это самое время непростое. Мы должны показать ту самую необходимую сплоченность, потому что именно наше настоящее формирует наше будущее, наше прошлое. И что же касается прошлого, в столице Южной Якутии стартовал пилотный проект «Нерингри. Жемчужина Якутии». Впервые в истории города запущен туристический маршрут для жителей и гостей республики. Каждую субботу в полдень он отправляется с центральной площади, и отправляется он по основным историческим местам. Что же входит в список достопримечательностей, узнаем в следующем сюжете. Этот памятник был построен в 1985 году и остался на площади как традиционный памятник для всех городов. Знакомство с городом всегда лучше начинать с обзорной экскурсии. И хотя Нерингри – город молодой, но уже имеет весьма интересную и неповторимую историю. Здесь жили люди более 70 национальностей. Уникальная стройка. И вот этот знак – молодой человек, юноша и девушка в рабочей одежде, сзади 7-метровая стелла с рельефным изображением промышленной разной техники. Создатели этой самой истории на экскурсии окунулись в прошлое. Мне сейчас приятно стоять вот здесь, вот, где вот наша девочка Христина Хастаева разрезала ленточку. Это она с нашей бригады
И для этого вот, наш памятник, для нас, строителей, все это сделано. Первая экскурсия прошла в тестовом режиме. Первые наши посетители, мы решили, что это будут общественники, что это будут те же самые первостроители, которые принимали участие в строительстве нашего замечательного, молодого, развивающегося перспективного города. В течение нескольких поездок организаторы готовы внимательно выслушать пожелания населения, чтобы откорректировать маршрут, сделать его интереснее и комфортнее. Сейчас проводим обкатку маршрутов, как нравится людям, не нравится. Он сейчас бесплатный. То есть на следующей неделе люди, все жители города Нерюнгри, кто испытывает желание, захочет, в общем, принять участие в этом проекте, он может подойти, он может записаться в Нерюнгринском музее, потому что ограниченное место в связи с пандемией, мы не можем полный автобус загрузить, к сожалению. Поездка рассчитана на 2,5 часа. Участники посещают смотровую площадку, скульптурную композицию Нерюнгри Аланхасуд, мемориал славы, памятник Столыпину, первому директору малого разреза Нерюнгринский и другие места. Я отсюда призывался в армию, вернулся и здесь всю жизнь прожил. Из 5 детей у меня здесь родились 4 детей, дочь 5-я. Конечно, когда слушаешь, бьет аж по сердцу. Я освежил в своей памяти, мне очень даже понравилось, потому что во время движения автобуса экскурсовод задает вопросы, как бы обращается к нашей памяти и спрашивает: помните, как называлась улица? А уже переименовали. Я в то время вырос, ребенком еще бегал по этим улицам, поэтому я прекрасно помню этот город. Но уже кое-что так уже подзабылось, очень было интересно это все вспомнить. В дальнейшем планируется открыть такие экскурсии не только по городу, но и по поселкам Нерюнгринского района, которые также хранят богатую историю. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Надежда Саханская. Друзья, давайте узнаем, какие последние новости произошли в стране и в мире, и в нашей республике. Отопительный сезон начался в Алайховском районе Якутии. Все 10 котельных поселка Чукурдах, сел Чкалов, Оленегорск, Нычалах и Русское Устье подали тепло потребителям. Для прохождения осенне-зимнего сезона есть необходимый топливно-ресурсный запас. Также во время ремонтной программы в ряде котельных было установлено новое котловое оборудование и произведена замена насосной и горелочной техники. Ремонтная кампания котельных в нашей республике продолжается. Все идет по плану. На сегодняшний день 83% котельных Якутии готовы к отопительному сезону. Действительно, вчера мы начали в первом районе отопительный период наш зимний. В Алайхе затопили все котельные, запустили. Значит, до 11 сентября мы запустим полностью по всей республике наши котельные. И до 11 сентября, соответственно, по всем объектам будет дано тепло. Поэтому в целом опасений по срыву отопительного сезона никаких нет. Все согласно графику у нас, значит, идет. На сегодняшний день зарегистрировано 58 укусов клещей в Нерюнгринском районе. Из них 13 у детей. Практически все укусы местные, заводных менее 10. Из 41 обследованного клеща 5 имеют подтверждение носительства клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация. В Нерюнгринском районе действует пункт приема клещей в Центре гигиены и эпидемиологии. Необходимо в случае нападения клеща обязательно обратиться в медицинскую организацию для извлечения его из тела человека и последующего исследования, а также проведения мер экстренной профилактики как против клещевого энцефалита, так и против клещевого боррелиоза. Новосибирская компания «Вектор Биальгам», производящая вакцину от коронавируса «Эпивак Корона», ускорила модернизацию производства, в рамках которой его темпы вырастут до 10 миллионов доз вакцины в месяц. Процесс закончится в начале октября. В настоящее время «Эпивак Корону» производит центр «Вектор», разработавший вакцину «Вектор Биальгам», и в июле запустивший производство вакцины «Герафарм». Напомним, «Эпивак Корона» – российская вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики заболевания COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет. К этому моменту у меня вся информация. Хорошего дня!
В республике, как и по всей стране, стартовал прием заявок на участие в проекте «Цифровые профессии». Кто может подать заявку, кто какое образование получит по выпуску, мы узнаем у нашего следующего гостя. Светлана Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о проекте. Когда он начался, есть ли какие-то ограничения, для кого он подходит? Программа называется «Цифровые профессии», но это новое название, которое с этого года, да, продвигается. Раньше программа называлась, может быть, граждане знают под старым названием, «Персональные цифровые сертификаты». Это государственная система стимулирующих выплат, которая дает право на обучение. Да, простым языком, это сертификат от государства, который дает гражданину право на обучение. Проект реализуется уже третий год, с 2019 года, когда республика стала одним из 5 регионов, да, участников пилотной апробации. Тогда цифровым сертификатом смогли воспользоваться около 1000 якутян. В 2020 году программа немного расширилась, да, уже присоединилось больше регионов. И было подано заявок от нашей республики свыше 600, и около 500 смогли успешно воспользоваться сертификатом и получить образование. А какая категория граждан может рассчитывать на этот сертификат? Участвовать с этого года могут, получается, граждане всех регионов Российской Федерации. Да? Есть требования по возрасту, то есть с этого года пересмотрен, снижен возрастной порог, могут участвовать граждане от 16 лет до достижения пенсионного возраста. До 65. Да, женщины от 16 до 60 лет и мужчины от 16 до 65 лет. Кроме того, есть требования по наличию образования, то есть у них должно быть законченное среднее или высшее образование, но оно может быть любое, то есть не обязательно вот если, допустим, 16-летний участник, да, у него пока еще только школа есть, он может все равно как-то, для него особые привилегии или там какие-то особые условия? Ну, это нововведение. В прошлом году, допустим, они участвовать не могли. То есть, если сейчас они обучаются в школе, они могут иметь законченное среднее образование. Но все равно большим плюсом будет именно получение среднего или высшего образования. Да, да, по требованиям программы. А вот сколько длится обучение, в каком формате она проходит? Длительность программ, она, если в прошлом году это были курсы повышения квалификации от 72 часов, то в этом году это программы профессиональной переподготовки от длительности от 250 академических часов. Формат полностью дистанционный, с применением онлайн-технологий, то есть слушатель сам выстраивает свой гибкий график обучения. То есть это именно подстроились так удобнее, чтобы все регионы страны у нас в разных часовых поясах могли проходить обучение. Да. У нас в этом году обучать граждан цифровым профессиям будут лидеры рынка онлайн-образования. Такие организации, наверное, все знаете, да, Нетология, Skyeng, Geekbrains, да. Кроме того, есть и государственные крупные вузы, университет Иннополис, есть также крупные технологические компании, например, Сбер, да, предоставляет свои тоже программы по цифровым компетенциям. То есть, находясь здесь, в Якутске, вы можете обучаться, допустим, от университета в Татарстане. Ну, лично для меня преимущества уже все ясны и понятны. Вот можете более подробно рассказать, какие преимущества у данного проекта и какие образовательные программы представлены? Вот, из чего можно выбрать? Сама программа «Цифровые профессии» на текущий день это самая масштабная государственная программа, по которой любой гражданин может повысить свою квалификацию, либо освоить новые профессии, либо ускорить свой карьерный рост в цифровой сфере, получить новые цифровые компетенции, которые сейчас так важны. Да? Вы все знаете, что сейчас рынки, связанные вот с автоматизацией, цифровизацией, они сейчас активно растут. И последний год нам это прекрасно показал, и пандемия только ускорила этот процесс. Кроме того, IT-специалисты на сегодняшний день являются одними из самых высокооплачиваемых специальностей по стране. То есть это такой привлекательный сектор, актуальность которого с каждым годом растет. Да? Вот вы недавно сказали, что то, что мы делаем сейчас,
наши текущие действия формируют наше будущее, да. Наше будущее, оно будет уже совершенно другое, будут сейчас очень высокий спрос на цифровые профессии, да. Очень большое количество профессий скоро исчезнет в связи с тем, что вступает в игру искусственный интеллект и так далее. Поэтому я призываю всех граждан получить новые цифровые навыки, освоить. Кроме того, это мера государственной поддержки, то есть 50% от стоимости обучения компенсируется государством. Остальные 50% вы можете либо сами платить, либо можете воспользоваться поддержкой от своего работодателя. Они тоже имеют право компенсировать ваше обучение. То есть, если я правильно понимаю, да, допустим, человек, который получил когда-то высшее образование и работал до пенсионного возраста преподавателем, может подать именно заявку на участие в проекте, пройти повышение квалификации, обучиться цифровым технологиям и после этого развивать именно свою дальнейшую трудовую деятельность, допустим, как дистанционное обучение репетиторства. Да, все верно. Потому что сейчас IT-сфера это не только вот такой узкая специализация, да, это не только программирование. Оно сейчас распространяется буквально на все сферы, на все профессии. То есть педагог, он сейчас должен обладать как раз навыками цифровых технологий в образовании, да, что повысит его шансы повышения качества своей работы и своей востребованности на рынке труда. Ну все, вы меня убедили, как подать заявку. Вы можете зайти на сайт, на портал цифровыепрофессии.рф. Процедура регистрации очень простая. Необходимо сначала зарегистрироваться на ресурсе Лидер ID, зайти на портал, заполнить заявку, выбрать из каталога программу, которая вам подходит, и подать заявку на обучение. Сроки подачи? Сроки подачи, так, у нас программа стартовала 15 июля, и подать заявку можно вплоть до конца этого года, то есть до конца декабря вам необходимо пройти процедуру регистрации, заполнить заявление и оплатить половину стоимости от курса. Все, большое вам спасибо за такую интересную, полезную информацию. Друзья, еще раз подтверждает, что знание – сила, так что не упускайте свой шанс прокачать себя именно в мыслительных и мозговых своих процессах, потому что кто обладает информацией, тот владеет миром. Друзья, ну и давайте не будем забывать, что о том, что бодрость духа, она всегда тоже немаловажна. Так что делайте вместе с нами утреннюю зарядку, и все у вас будет хорошо. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, и я фитнес-тренер клуба «Стафит». Сегодня у нас будет зарядка с моими помощницами. Ну что, поехали? Начинаем сверху, идем и идем к низу. Девочки, начали. Повороты. 2, 3, 4, 5. Крутим. 1, 2, 3, 4, 5. Плечевой сустав. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Назад. 1, 2, 3, 4, 5. Локтевой. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Назад. 1, 2, 3, 4, 5. Кистью лучевой. 1, 2, 3, 4, 5. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Таз крутим. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Коленки, коленный сустав. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Ножки. 1, 2, 3, 4, 5. Другая сторона. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Упражнение 1. Девочки. Змейка. Ручки. Ножки. Второй раз. Полностью ложимся. Ноги к рукам. Правильно. Встали. Еще раз. Последний подход. Полностью легли. И встали. Упражнение номер 2. Девочки, медведь. Ходьба на руках и ногах полностью. Передвигаемся. Следующее упражнение называется Супермен. Давайте. Поехали, девочки. 1, 2,
В этом упражнении обязательно ноги и руки у нас должны быть прямыми. 3, 4, 5. Все, закончили. Следующее упражнение у нас приседания в паре. Ноги на ширине плеч. Отводим таз назад. Девочки, раз. Поехали. Поддерживаем друг друга, держась за руки. Да. 2. Спинка прямая. 3. 4. И последнее 5. Все, закончили. Следующее упражнение у нас выпад назад. Держимся за ручки, да. Поддерживаем друг друга и начали. Отводим ножку. Раз. 2. Ножки крест-накрест. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все, молодцы, закончили. Следующее упражнение называется стульчик. Имитация, как вы сидите на стуле. Девочки, присели, пожалуйста. Ножки вместе. И в таком положении сидим 30 секунд. И на этом мы сегодня закончили. И всем отличного дня! Началось общероссийское голосование за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Призываем каждого поддержать Алдан и нашу Якутию. На сайте трудовойалдан.ру зарегистрируйся и нажми «Поддержать». Якутия, вперед! Город Алдан подал заявку на участие «Город трудовой доблести». Мы, жители Чачунского наслега, поддерживаем город Алдан и призываем всех принять активное участие в народном голосовании. Друзья, мы тоже призываем вас всех голосовать именно за то, чтобы городу Алдан присвоили тот самый статус «Город трудовой доблести», потому что осталось меньше недели до окончания голосования. И вот на сегодняшний день проголосовало 25 302 человека. Друзья, давайте проявим ту самую сплоченность и патриотизм. Заходите на сайт трудовойалдан.ру и отдайте свой голос. Ну а тем, кто с утра никуда не торопится, у кого отпуск или есть просто свободное время, многие любят провести это время за чтением интересной книги. В нашей рубрике «Книжная полка» она вам наверняка понравится. Вы узнаете очень много рекомендаций о хорошей литературе. Пола Хокинс, бывший журналист, а ныне британская писательница, долгое время безуспешно шедшая к популярности. Романтические комедии, которые автор писала под незатейливым псевдонимом Эми Сильвер, не приносила ей должного успеха. И автор решает пойти ва-банк и написать детективный триллер под собственным именем. С детективным жанром у Хокинс складывается намного лучше, ведь книга «Девушка в поезде» вдруг, что называется, выстреливает и покоряет всевозможные хит-парады, заполучив множество положительных отзывов. Именно об этой книге мы сегодня с вами поговорим в рубрике «Книжная полка» на телеканале «Якутия-24». История повествует о двух неидеальных женщинах, незнакомых между собой, но по воле судьбы впутанных в одну и ту же загадочную историю. Рэйчел, брошенная мужем безработная алкоголичка, и чтобы скрыть свое увольнение с работы от подруги, у которой она проживает, Рэйчел ежедневно проделывает путь из пригорода в Лондон и обратно на одной и той же электричке. Проезжая мимо района, в котором она когда-то жила, Рэйчел выбирает пару, которая представляется ей отражением ее потерянного семейного счастья. Постепенно Джесс и Джейсон, как она окрестила их про себя, становятся неотъемлемой частью жизни девушки. И вот однажды та самая Джесс, которая на самом деле Меган и которая сильно отличается в реальности от придуманного образа Рэйчел, вдруг исчезает. И у Рэйчел нет полной уверенности в том, что она никак не причастна к загадочному исчезновению девушки. Атмосфера у произведения загадочная и напряженная, и практически до самого конца не ясно, на чьей же совести лежит страшное преступление. Это захватывает и интригует. Книга будет интересна для всех любителей триллеров, столько неразгаданных вопросов, ответы на которые можно получить, лишь прочитав книгу до самого конца. При этом рассказ остается целостным, ведь в нем все достаточно логично.
и нервы пощекочет, и заставит задуматься, и развлечет в конце концов. Приятно то, что даже самый опытный читатель ни в начале, ни в середине рассказа легко и просто не отгадает тайну данного триллера. И, конечно же, по традиции мы рекомендуем ее к прочтению. Приятного чтения! Для тех, кто только к нам присоединился и только собирается выходить из дома и не знает, что же за погода нам сегодня приготовил сегодняшний день, друзья, предлагаю узнать, что же нам предсказали сегодня синоптики. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 8-14 градусов. В заречной группе Улусов сегодня прохладно в Амге – плюс 4. И гораздо теплее в Барагонцах и в Мае. 10 градусов выше 0. В южных плюс 10, в Нерюнгри, в Алдане плюс 15. В Вилюйской группе от 16 до 17 градусов тепла. В Нижнеленских районах в Жиганске плюс 14 и совсем еще горячее жаркое лето в Сангаре плюс 20 градусов. В западных от 11 до 14, в Колымо-Дигирской группе Улусов от 10 до 15, в Янских прохладно, в Депутатском плюс 7 градусов и гораздо теплее в Батагае 12 градусов со знаком плюс. На северо-западе от 6 до 11. Температура воздуха в 6 часов утра в городе Якутске составила 10 градусов выше 0, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня без осадков ветер юго-восточный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-29 градусов. Друзья, я желаю вам хорошего, отличного настроения, но какое бы ни было жаркое лето, сейчас вся республика думает о том, что поскорее бы пришел дождь. И как это любят делать люди, которые любят визуализировать свои желания, друзья, я предлагаю вам посмотреть прекрасные кадры дождя, настроиться на него и будем вместе надеяться на то, что мы силой мысли этот дождь вызовем. Друзья, настраивайтесь на позитивную, хорошую неделю, отличного вам настроения. Услышимся, увидимся завтра.